В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутске в этом году проведен масштабный капитальный ремонт, строительство и реконструкция 28 объектов уличной дорожной сети протяженностью 23,5 километров. Из них 14 объектов – это улицы в пригородных селах, где дорожный ремонт не проводился многие годы. О том, сколько на это потребовалось сил и средств, почему мэрия обязала подрядчиков заново переложить асфальт и сколько улиц столицы теперь соответствуют нормативам, мы спросим у первого заместителя главы города Якутска Евгения Григорьева. Евгений Николаевич, здравствуйте. Здравствуй, Сергей. И первый вопрос. Почему именно этот год стал переломным для Якутска в плане ремонта и реконструкции дорог? Реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги» является сверхзадачей, которая дает возможность в измеримые сроки в течение отведенных 5 лет кардинально поменять ситуацию с дорогами в городе Якутске, как и по стране в целом. Для этого используется поддержка федерального бюджета, республиканского бюджета. К слову, в этом году, как и в прошлом, из федерального бюджета было выделено 496 миллионов, из республиканского бюджета 560 и из местного 517 миллионов. То есть мы видим вклад больше миллиарда рублей республики и федерации, который позволяет на месте в городе Якутске во что бы то ни стало в течение 5 лет сделать все планы, которые были поставлены и обозначены в паспорте проекта. Поэтому нет времени жевать жвачку, надо делать дороги, во что бы то ни стало работать. И сегодня констатируем, строительный сезон подошел к концу, и те планы, которые были поставлены по 28 объектам, они достигнуты. Тротуары уложены, асфальт уложен, работа провелась, несмотря ни на что. Действительно, объем средств рекордный, более 1,5 миллиарда рублей. Расскажите, сколько в среднем стоит отремонтировать 1 километр дорог в Якутске? Здесь, смотрите, Сергей, нету обобщенного подхода, потому что любой ремонт дороги, он требует серьезной технической подготовки. Мы должны различать текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, полосность дороги, категорию дороги, включены ли в дорожное полотно элементы благоустройства или нет. Для примера мы в этом году использовали в пригородных селах, как вы сказали, технологию холодного ресайклинга, что позволило сэкономить деньги и время. Там километр ремонта стоит порядка 23 миллионов рублей. Хороший показатель. Но мы должны понимать, что в городе, где мы имеем дело с инженерными сетями, которые скрыты под дорожным полотном, цены могут отличаться в разы. Что касается плана ремонта и реконструкции, как он составлялся? То есть, чем больше жалоб горожан, тем быстрее реагировали или был какой-то другой принцип? Безусловно, в приоритете у нас относится мнение горожан. Дороги делаются прежде всего для горожан, а не для отчетности. Поэтому реальная картина для нас является отправной точкой при принятии решений. В современном мире, когда развиты социальные сети, мы четко видим и фиксируем те болевые точки, которые есть на карте нашего города. Глава города Сардана Владимировна активно использует социальные сети. Ей люди обращаются на эти социальные сети. Мы берем их за основу. Также у нас есть карта убитых дорог, которую составили коллеги из Общероссийского народного фронта. Также мы видим предписания надзорных органов, это ГИБДД. И наша работа управления дорог дает нам понимание того, где мы должны ремонтировать. Дальше мы приоритизируем все это дело, исходя из имеющихся возможностей. И подобным образом сейчас уже планируется выполнение дорог. Если мы говорим за первый год реализации БКД прошлогодней, то там принимались решения уже из готовности проектно-сметных документаций. Те условия, которые позволили городу Якутску вступить, городской агломерации вступить в национальный проект, они были получены ближе к Новому году, когда уже готовность проектных документаций по тем объектам 19, которая была, из чего, что было, то и сделали по проектам. Да?
Задача была не раскачиваться, а быстрее вступить в нацпроект, остаться в нем. Условия у федералов очень строгие. Не освоил деньги, не сдал объект, на будущий год не получишь. Деньги снимаются, ну и, соответственно, дороги не делаются. Поэтому надо железно достигать тех целей, которые ты декларировал Росавтодору, которые у нас указаны в национальном проекте, в паспорте нашем. Мы их должны во что бы то ни стало отремонтировать, ну что и делаем, пока удается. Вернемся немного к общению в соцсетях. Некоторые горожане высказывали свое недовольство и выкладывали в соцсети фотографии и видео, как асфальт на некоторых улицах укладывался во время дождя или вовсе, когда лежал снег. Почему так происходило и насколько при этом пострадало качество работы? Ну, значит, давайте мы тогда исходить вообще за 2 года, в принципе, да. В прошлом году мы отремонтировали 19 объектов. Из них, конечно, есть, значит, не ошибается тот, кто вообще ничего не делает. Да? Поэтому, наверное, были моменты, когда действительно, значит, были какие-то замечания объективные, а какие-то замечания не очень. Но, тем не менее, я благодарен каждому горожанину, который принимает участие, пусть в критичной форме, пусть не совсем корректно, но, тем не менее, участвует и выражает свою точку зрения по ремонту дорог. Продолжайте делать в том же духе. Любая реакция, она нам необходима для того, чтобы видеть, что вот мы вовлечены в этот процесс все вместе. Мы обустраиваем наш общий дом. Значит, по качеству работы. Все работы, которые у нас принимаются, они имеют гарантийный срок. По нижнему слою 8 лет, по верхнему слою 4 года по дорожному полотну. Так, мы по гарантийным обязательствам уже прошлого года в этом году заставили переложить 6,5 тысяч квадратных метров тротуарной плитки. Тротуарную плитку заставляли перекладывать там, где пошли неровности. Они, значит, обусловлены были тем, что, значит, не было подготовлено основание до наступления температуры отрицательной. Да, в прошлом году мы понимали, что такая проблема возникнет, но тем не менее надо было делать для того, чтобы остаться в национальном проекте и, значит, обеспечить выполнение тех задач. Замечу, что на исправление, значит, гарантийных обязательств из бюджета не израсходован ни 1 рубль. Это было сделано за счет подрядчиков и будет продолжаться так и делать. Около 3000 метров квадратных асфальта мы заставили по гарантии переложить прошлого года. Ну и в таком же темпе в течение 4 лет, там, где будут возникать гарантийные обязательства, мы неуклонно будем требовать исполнения их. По текущим работам в этом году мы уже на этапе ремонта, на этапе проведения работ заставили подрядчика на улице Петровского переложить 2000 квадратных метров верхнего слоя асфальта, так как там были грубые нарушения и неровности по верхнему слою. 220 метров квадратных асфальта мы заставили переложить на улицу Курнатовского, так как были вопросы к инертным материалам, которые были использованы при производстве асфальтобетонной смеси. Значит, по тому, что укладывается в снег или в дождь, есть методические рекомендации, разработанные Росавтодором, в которых четко прописаны шаги, которые необходимо применять при укладке асфальта в неблагоприятных климатических условиях. Мы живем на севере, у нас самый краткий строительный сезон, но тем не менее это не должно нас останавливать, поэтому хотим мы или нет, мы все равно должны учитывать такие факторы и применять их в жизни. В этом году мы везде и всюду, где пришлось укладывать асфальт в отрицательные температуры, мы это сделали до тех температур, которые указаны в методических рекомендациях. При укладке мы вычищали полностью снег, лед, использовали прогретый отсев и только на основании положительной температуры укладывали подогретый до необходимой температуры асфальт. То есть все согласно технологиям Росавтодора. Но вообще, если говорить простыми словами, по каким критериям оценивается качество выполненных работ? И почему работы по некоторым улицам, причем центральным в городе, комиссия принимала глубокой осенью, и, как известно, по некоторым из них заставляет теперь переделывать? Ну, значит, смотрите, мы
Чисто по логике вещей вынуждены принимать их глубокой осенью, потому что, я повторюсь, у нас строительный сезон по дорогам, он начинается не раньше середины мая. Пока оттает верхний слой, значит, по асфальту мы раньше не сможем приступить в любом случае, потому что у нас до этого времени даже не запускается асфальтобетонный завод. Мы живем на севере, это нельзя забывать. Значит, и вот этот промежуток времени, который остается, по сути дела, до первых чисел октября, у нас полностью уходит на строительно-монтажные работы. По наступлению октября, где-то в сентябре, мы начинаем приемочные комиссии. Комиссии выезжают, принимают объекты. Те замечания, которые возникают во время реализации строительства, технадзором указывается на месте, их исправляют. Поэтому, значит, здесь это так запланировано, что по осени принимается работа. Мы бы по-другому поступить не можем. В этом году как никогда большое внимание было уделено пригородным населенным пунктам. Где конкретно и какой объем работ выполнен? Да, действительно, значит, мы прекрасно понимаем, что пригороды города Якутска требуют внимания для того, чтобы обеспечить развитие их. И одним из основных показателей, конечно, являются дороги. Значит, по 14 объектам этого года по пригородам мы провели работы в Табаге, в Хатасах, в Лагина, в Кангаласах, в Магане. В прошлом году работали плотно в Мархе. Значит, в этом году отремонтировали 12 километров дорог по пригородам. Значит, все работы по пригороду у нас выполнены государственной компанией «Рикавтодор» с применением технологии ресайклинга. Значит, отзывы исключительно положительные. Очень рады видеть, значит, довольные лица жителей пригородов, где во многих из них со времен Советского Союза, к сожалению, не было возможности провести полномасштабные ремонтные работы. Этот тренд нами будет продолжен, и до конца реализации БКАДа мы все равно будем обязательно уделять внимание пригородам городской агломерации. Как планы работ дорожников были синхронизированы с планами других ресурсоснабжающих организаций, таких как газовые службы и энергетики? Ведь часто бывает, что вот только уложат дорожное полотно, а газовики его уже вскрывают и ищут прорывы на месте ветшавших труб. Да, значит, такая проблема была. Надеюсь, эта проблема останется в истории, потому что сегодня в нашей работе мы, значит, уделяем особое внимание в реализации дорог при капитальном ремонте и замене, значит, инженерных сетей, которые под дорожным полотном. Да, закончится сегодня на улице строительный сезон, но тем не менее наша работа продолжается все так же в штабном режиме. Мы всю прошлую зиму отработали с ресурсниками, поэтому в этом году мы точно имели синхронизированные графики работы с газовиками, с энергетиками, с водоканалом по ремонту тех коммуникаций, которые находятся под дорожным полотном. Значит, в прошлом году эта работа тоже была проведена, но, значит, мы с каждым годом становимся опытнее, и те ошибки, которые были допущены, значит, выводы по каждой из них сделаны адресно. И мы надеемся, что с каждым годом квалификация технадзора, квалификация основных исполнителей, заказчика главстроя, значит, будет становиться лучше, и мы будем соответствовать тем требованиям высоким, которые ставятся руководством страны, руководством республики на местах для реализации национального проекта. Я повторюсь то, что, значит, БКАД до 2023 года включительно, 2024, и темпы только возрастают. Если по прошлому году мы имели 25,9 километра, в этом году 20,560 метров, в следующем году мы замахнемся почти на 26 километров, а далее мы будем уже делать более 40 километров в год. Поэтому темпы возрастают, и это удивительный, уникальный шанс для нашего города раз и навсегда качественно подняться на иной уровень по, значит, состоянию дорог в городе. Мы обязательно должны этого достичь. Евгений Николаевич, спасибо за интересную и содержательную беседу. Спасибо, Сергей.
О ремонте столичной дорожной сети мы говорили с первым заместителем главы города Якутска Евгением Григорьевым. Вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя и своих близких, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию. Всего доброго и до свидания.